В 2021 году Центру детского творчества поселка Хандыга, который раньше назывался Домом пионеров и школьников Тампонского района, исполнилось 50 лет. В поколении юных хандыгчан выросли в стенах этого учреждения, впитав в себя все самое лучшее – увлеченность любимым делом, дружбу и теплоту отношений. За эти годы накопился не только огромный опыт работы, но и большой архивный материал. Поэтому вопрос открытия собственного музея назревал давно. Идейным вдохновителем стала завхоз центра Любовь Георгиевна Маслова. В свое время многие нынешние экспонаты сохранила именно она, ведь Любовь Георгиевна трудится здесь почти столько, сколько лет самому учреждению, а воплотила в жизнь задумку Ольга Васильевна Павлова, которая возглавила Центр детского творчества в 2015 году. У этих экспонатов, которые были у нас в наличии, срок годности выходил, они подлежали списанию. И когда мы их списывали, то просто не поднималась рука выбросить их на помойку. Я начала хранить. Они у меня хранились в моем сарае, в подсобках. И все с годами подсобиралось, это все. Кропотливую работу по сбору материалов по истории Центра детского творчества поселка Хандыга, систематизации документов и экспонатов начала методист Анна Михайловна Силина. В 2018 году музейную работу продолжил молодой специалист Аял Константинович Винокуров. В 2018 году, когда я уже приступил к работе, была музейная комната, только одна комната. Материала было много, но все уместить в эту одну комнату, конечно же, не позволяло место. Мы всегда мечтали о переезде, чтобы музей уже расширить, чтобы все экспонаты и все экспозиции уже нашли свои места. Но так как места было мало, пытались все нужное выставить, но, так сказать, не все умещалось в одну комнату. В 2020 году с переездом центра в каменное здание многопрофильной гимназии был открыт музей в 3 просторных комнатах. Он расположился на 1 этаже, где разместилась вся музейная коллекция, состоящая из 8 экспозиций. Здесь собрано более 3000 уникальных экспонатов. На сегодня мы уже можем сказать, что большая часть экспонатов именно по истории нашего Дома пионеров, затем уже нашего центра, она воссоздана и уже и в рукописных, и в таких, видите, экспозиционных материалах. Очень большие, будем говорить, экспонаты, которые со времен еще Дома пионеров. Это все собиралось кропотливо, тут очень много подшивок, очень много докладов, отчетов. Это все, конечно, сегодня это очень ценно, потому что это уже все делалось руками наших детей. Сегодня музей работает над расширением. У нас уже есть 3 комнаты в наличии в нашем здании сегодня. И потихонечку по экзибиционному мы уже выстроили концепцию нашего музея. Конечно, в первую очередь, это история нашего учреждения, история нашей страны, то есть поэтапно уже идет, и уже пошли и до наших дней. Особый интерес у современных школьников вызывает экспозиция, посвященная истории пионерского и комсомольского движений Тампонского района. В советские годы основной задачей домов школьников и пионеров было оказание методической помощи школам, пионерским и комсомольским организациям. Основной упор делался на подготовку пионер-вожатых, комсомольского и пионерского активов, председателей советов отрядов и дружин, организаторов по внеклассной и внешкольной работам. В поселке Хандыга на базе Дома пионеров и школьников проводились районные слеты пионеров, смотры детских газет, туристические слеты, выставки творческих работ. Остались рапорты пионерских дружин разных школ района, а также юных краеведов из турпоходов. Мы ходили сюда в клуб интернациональной дружбы. То есть мы переписывались
с ровесниками из ГДР, из Чехословакии. У меня до сих пор сохранились письма этих ребят. Вот. Привела у нас тогда этот кружок Вера Наталья Петровна, учитель английского и немецкого языка. Очень было интересно. Дело в том, что Центр детского творчества, в прошлом Дом пионеров и школьников, это планета детства. То есть мы туда, когда кто-либо, если входил в это здание, он уже оттуда не выходил. Я помню, что когда Антонина Александровна Астахова вела агитбригаду ВИТА, я так мечтала, что я стану взрослой, в старших классах, я буду заниматься в этой агитбригаде, я буду выступать, ездить по сенокосам, по разным поселкам с гастролями. У них такая была красивая форма. Девочки сами говорили, шили их на уроках труда в школах. Ой, просто замечательное было время и очень интересно было. И сейчас Центр детского творчества продолжает вот эту добрую традицию. И очень приятно, что очень много ребятишек ходит сюда. Несколько лет назад в Центре детского творчества открылся кружок «Юный патриот». Ребята с большим удовольствием посещают его, ведь в ходе занятий они не только получают ответы на все интересующие их вопросы, но и становятся гидами на экскурсиях и делятся полученными знаниями с посетителями. Я записался на этот кружок чисто из-за интереса к истории своей родины. Потом, спустя некоторое время, я стал гидом этого кружка, который называется «Юный патриот». Мой основной отдел – это пионерия. Я рассказываю про октябрят, про пионеров, чем они занимались, какие у них кодексы, какая у них была клятва, как они ими становятся, где они этим становятся. Я рассказываю историю про Советский Союз, про Ильича Ленина, ну или про атрибутику пионеров. Я считаю, что юное поколение должно знать историю своей страны. И если же человек не будет знать историю своей страны, то как он станет патриотом этой страны? То есть он будет считать себя патриотом, но он им не будет считаться. В части комнаты пионерии центральное место занимает скульптура Володи Ульянова весом 400 килограммов, была доставлена самолетом из Москвы. Этот уникальный экспонат – подарок Министерства просвещения страны директору Хандыкской средней школы Ивану Яковлевичу Афанасьеву. Здесь же рабочий уголок и собрание сочинений Владимира Ильича Ленина. Благодаря работникам ЦДТ, мастерам своего дела, были воссозданы многие предметы советской эпохи, в том числе ленинский стол, школьная парта, резной стеллаж. Вот эту парту советского школьника сделал наш бывший работник Мандоев Геннадий Николаевич. Он сделан по настоящим размерам настоящей парты. Он был полностью воссоздан. Вот наклон есть, выемка для принадлежностей. И, конечно же, мы, когда ходили по сараям, нашли такой вот настоящий советский рюкзак школьника. В музее есть и экспозиция «Великая Отечественная война» с блоком о прославленном снайпере, герое Советского Союза Федоре Матвеевиче Охлопкове, родом из села Крест-Хальжай. Посетители могут увидеть и поделки кружковцев разных лет. У каждого мальчишки загораются глаза при виде вот этого пулемета «Максим», сделанного 10 лет назад руками воспитанников кружка «Юный столяр» под руководством Сергея Пантелеймоновича Павлова. В 5 классе ходил на кружок столярки. У нас была группа ребят, в основном ходили мальчики. Делали разные поделки. И когда Сергей Пантелеймонович попросил на одно мероприятие сделать пулемет «Максим». У нас собралась группа ребят из 5 человек. Кто-то делал основание пулемета, кто-то делал патронник, кто-то делал сами патроны. Макет пулемета получился очень правдоподобным. И всем понравилось на мероприятии. Раньше было здание ЦДТ, его сейчас, к сожалению, снесли. Я думал, эта поделка тоже потерялась вместе с этим макетом пулемета. Но сейчас я вот недавно узнал, что этот макет пулемета «Максим» стоит в музее. И дети приходят и радуются. Очень, как сказать, рад за нас, за всех, потому что этот пулемет до сих пор служит детям, людям.
А еще в музее посетители могут ознакомиться с коллекцией фотокинотехники, телерадиоаппаратуры. Техника находится в рабочем состоянии. Раньше в нашем учреждении, в Доме пионеров и школьников, работал кружок «Школьный кинотеатр». И с тех времен у нас вот сохранились 2 киноаппарата «Украина». Кружок вела Сокольникова Татьяна Николаевна. И они показывали нашим детям, нашим воспитанникам, одалживали в кинотеатре «Восход» кинопленки. И уже в нашем учреждении они показывали кино. Также у нас есть вот проигрыватели пластинок. И вот радиола «Вега» у нас в рабочем состоянии. И у нас вот в планах есть такая идея, чтобы подвести к нему розетку и уже наглядно показывать нашим посетителям музея, как она работает, как она проигрывает музыку. И вот у нас в наличии много пластинок, которые можно послушать и показать нашим посетителям, нашим детям. История райцентра Тампонского улуса неразрывно связана с Дальстроем НКВД. Отсюда начинался нулевой километр печально известной Магаданской трассы. И в музее ЦДТ затронута эта страница истории в экспозиции, посвященной ГУЛАГу. И в основном я их находил на берегу Алдана, так как часто люблю рыбачить, ходить. И берег осыпается при половодье, поднимается вода, берег рушится. И открываются некоторые экспонаты интересные. Мне нравится это старина, быт людей, которые раньше жили на берегу этого Алдана. И загадочно, вот, допустим, костыль, я знаю, что это такое, и он как бы крепит рельсы, крепятся этими костылями. Откуда они появились на берегу, остается загадкой. Санки весом примерно, это одна станина только санок, килограммов 10. Выполнены тоже очень прочно, качественно. И сколько им лет, тоже можно предположить, более 50, они сохранились в довольно хорошем состоянии. Были найдены вот, ну это уже самодельное, кто-то, какой-то мастер, человек делал для себя пилу, и тоже она как бы в неплохом состоянии. Чайник, допустим, хоть он алюминиевый, но имеет довольно-таки приличный вес за счет того, что, опять-таки, выполнен очень добротно и с толстого алюминия. И может, если его почистить, то можно им еще и пользоваться. Ну, вот так у нас в музее происходят находки, появляются новые экспонаты. Смежная комната отведена под большой библиотечный фонд, который скрупулезно собирали в самом учреждении. Часть передали из библиотеки Хандыкской средней школы номер 1, а также многочисленные дарители. В музее ЦДТ мне больше всего понравилась библиотечная часть тем, что здесь присутствует очень такой особенный запах старинных книг. И здесь очень вот прям вот сразу бросается в глаза очень маленькие старинные буклетики с живописью и иллюстрациями. Я понимаю то, что в наше время это увидеть просто нигде нельзя. Возможно, где-то там в Петербурге, в известных городах, но лично в библиотеке я не встречала вот такого. Еще сзади можно увидеть всякие аннотации, элементы стихотворения, то есть происхождение, производство и тому подобное. Очень интересно. Любого, кто хоть немного застал времена СССР, здесь охватывает ностальгия. В третьей комнате по инициативе завхоза Любови Георгиевны Масловой воссоздана типичная жилая комната советского дома. Это возможность совершить редкое путешествие в прошлое нашей страны. Взрослым вспомнить свое детство и юность, а детям представить, как жили их родители, дедушки и бабушки, почувствовать дух эпохи. Я воссоздала эту комнату, комнату моего детства. Была железная кровать,
все тогда в то время спали на этих кроватях. Вот. На кровати у всех висел всегда маленький коврик. На полу лежала самотканная дорожка всегда. Ну вот это вот все подзоры, все вот эти вот наволочки, это все было вышито нашими руками. Вот это вот одеяло чисто льняное. Это продавалось во времена Советского Союза, вот такие покрывала. Всегда в комнате стояла этажерка. На этажерке там, принадлежности лежали. У каждой вещи есть своя история. Например, вот кровать мы нашли, одну спинку кто-то выкинул, мы ее подняли. Потом вторую нашли, сетку привезли. Это все люди выкидывали, мы подбирали просто. В общем, что-то где-то, если не подходит, мы все своими руками реставрируем. Например, у нас Константин Владимирович, столярный кружок. Сегодня в Музее Центра детского творчества поселка Хандыга идет работа по паспортизации и включению музея во Всероссийский реестр школьных музеев и получению свидетельства «Школьный музей образовательной организации». Когда я попадаю в Центр детского творчества, попадаю в свое детство, в прошлое, именно в СССР. Поэтому душу теплит этот музей, столько экспонатов, которые напоминают мое детство, детство моей дочери и вообще мою юность, все, что связано с моей жизнью. Во все времена наши ветераны были активными участниками деятельности этого центра. И по сей день мы эту традицию продолжаем. Наши ветераны ежегодно мы встречаемся накануне 9 мая и очень тесно сотрудничаем с Ольгой Васильевной. Поэтому я от имени ветеранов поселка Хандыга выразить огромную благодарность коллективу Центра детского творчества, непосредственно руководителю Ольге Васильевне. И дай Бог, чтобы пополнялся экспонаты. Коллектив Центра детского творчества под руководством Ольги Васильевны Павловой продолжает лучшие традиции Дома пионеров и школьников Тампонского района, создавая все условия для эстетического и творческого развития и досуга детей.